Генеральный партнер – Челябинвестбанк. Партнеры проекта – Челябинский компрессорный завод, Сады России, группа охранных предприятий «Витязь», компания «Интерзет». Генеральный партнер конкурса – сеть аптек «Классика». Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. В эфире новая серия программы «Татарочка» Нани Анджелер. Нашим маленьким красавицам сегодня предстоит многому научиться. Задания становятся все сложнее, но пока они успешно с ними справляются. Әкелеп чыкмаса? Белмәйм, Элина, берничә минуттан күрербез. Смотрите сегодня в выпуске «Брошь своими руками», чей тюльпан окажется самым красивым. Татарский национальный орнамент, что означают причудливые цветы и узоры. Встреча с прекрасным. Почему легендарный коллектив из Татарстана пригласил участниц конкурса на сцену. Наш уникальный проект с каждым днем набирает обороты. Участницы конкурса уже узнали о том, как был устроен быт их далеких предков. Научились своими руками делать и расписывать посуду. Сегодня им предстоит освоить навыки рукоделия. Девочки должны сделать брошь своими руками. Но сначала несколько слов о том, какие традиционные украшения татарских женщин дошли до нас из глубины веков. Ватан кызларның бизәү әйберләре, алар борынгыдан килгән әйберләр. Шуңа күрә безнең бүген балаларыбыз, кызларыбыз менә шушы борынгы сәнгатькә кагылып кына киттеләр. Үз куллары белән үзебезнең милли чигүгә кагылып, үзебезнең милли бизәкләребезне күрергә бүген алар күреп шатландылар. Үз кулларыннан килгән эшләп карадылар. Кайберләрнең матур килеп чыкты, кайберләрнең бик матур түгел. Ләкин бүген аларга шул тиклем күп мәгълүмат бирелде. Алар үзләрен күңелләрен бүген баетып кайтып киттеләр. Действительно, даже спустя столетия нас продолжают восхищать великие и порой безымянные мастера. Наши девочки сделают лишь первый шаг в мир искусства. Своими руками они создадут брошь из фетра в форме тюльпана, точь-в-точь такого же, как в руках у маленькой Энжии. Үз кулларым белән шундый матурлык эшләп була икәнне белми дә идем. Татарских девушек всегда отличала любовь к рукоделию, а вдохновение, мне кажется, черпали у самой природы. Ничек инде? Әйдә, әбинең сондагы рубрикасын карыйбыз да, һәм син барысын да аңларсың. Узоры на одежде татар испокон веков были не просто украшением, они оберегали хозяев от темных сил. Поэтому располагали их на самых незащищенных частях тела – груди, шее, спине. Самыми любимыми мотивами были, конечно, растения. Орнамент – это повторяющийся узор, поэтому цветы чередуются с изображением листьев или геометрических фигур. Каждый элемент вышивки был наполнен своим смыслом. Например, первый весенний цветок – тюльпан – это символ возрождения, перо птицы – стремление к солнцу, а букет цветов, иногда даже с корнями – символичное дерево жизни, начало всех начал. Вышивкой украшали не только одежду, но и подушки, скатерти, полотенца. Расшитые вручную вещи очень ценились, и часто их передавали как семейную реликвию от одного поколения к другому. Наши участницы смело и отчаянно взялись за дело работы, они не боятся. Многие, несмотря на юный возраст, давно увлекаются рукоделием. Мин рукодельничать яратам. Мин эшләйем картинаны, вазаны эшләйем. Я хожу в старую школу, там проводят кружок вязания. И там учитель нас вяжет вязать, я уже салфетку начала вязать. Минем картнайым мине яратты тегенергә. Мин яратам бисердән эшләргә поделкалар. Мен 9 яшь, мин 4 класста укыйм. Мин яратам язынырга, уйнарга, укырга, тик 5-кә укыйм. А Карина Нажимова привезла с собой целую сокровищницу. И чего только нет в этом огромном мешке. Это рис, это мулине, тут бисер, набор иголок таких.
И вот такие ленты, чтобы обшивать тюбетейку. На конкурс Карину собирали все женщины ее большой и дружной семьи, и каждая из них увлекается рукоделием. Все, что сделано руками, то, что сделано своим трудом, конечно, носит в себе особенную энергию. То есть я бы также сказала бы так, что, может быть, ту неимоверную силу того поколения действительно вот вместе с этим вот именно вышивкой, вместе с этой вышивкой передается то самое все положительное, то самое все замечательное, что существовало тогда давно и сейчас продолжает существовать. Поэтому они с таким увлечением вырезали, клеили, вышивали. Последняя часть задания – расшить листок тюльпана тамбурным швом – оказалась самой сложной. Руки не слушаются, стежки слишком мелкие, и слезы сами льются из глаз. Но все до единой работы оказались закончены. Жюри оценивало строго. Аккуратность и еще раз аккуратность. Все-таки это ювелирная работа. Я знаю, что и на сегодняшний день некоторые из девчонок уже увлекаются вышивкой. И у них неплохо получается. И вскоре, наверное, мы даже сделаем выставку тех изделий, которые они изготовят своими руками. Это будет как пример, наверное, для всех остальных. Я думаю, что рукоделие это всегда было женским делом. И я хочу, чтобы оно осталось у нашего народа надолго. Потому что женщина, она не только хранитель очага, она этот очаг еще и украшает вокруг, и делает его уютным, комфортным. Лучшими по итогам конкурса стали Карина Нажимова – 11 жемчужин. Дина Ганеева и Ульяна Динмухаметова добавили в свой сундучок по 10 жемчужин. Дина пока держит лидерство в общем зачете, но ей придется нелегко. Соперницы подступили очень близко, впрочем, о соревнованиях пока никто не думает. Девочки очень быстро подружились, ведь проект – это не только конкурсы. Одно из самых интересных и ярких событий – поход в Театр оперы и балета на концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Вот уж где они могли увидеть народный костюм во всей красе. Наряды для этого коллектива шьют лучшие модельеры республики, и в их основе старинные традиционные мотивы. Шынында Татар Жархан-би ансамблі бүгін Челябі өлкәсендә, кеше без Магнитогорскіда, бүгін Челябіде опера һәм балет театрында чыгыш ясыйбыз. Авырлыклар алар бер кашанда юк дисәң ялган булыр, алар бар. Но без аларны җиңгәбез, чөнки тулы залларыбызда Аллаһка шөкер тамашачы килә. Безнең өчен ул бик тә сөенечле. Чөнки Татар дәүләт Жархан-би ансамбле данлыклы ансамбль Россиядә бер генә ансамбль Татар ансамбле, Жархан-би ансамбльләре арасында. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, үзебезнең милли гадәт-горефләребезне саклап, үзебезнең милләттәшләребезгә тапшырсак, без бик бәхетле кеше булырбыз. Узнав об уникальном конкурсе, который проходит на Южном Урале, артисты решили пригласить девочек на сцену. И маленьких татарочек приветствовал весь зрительный зал. Этот вечер стал одним из череды удивительных событий, которые произошли в жизни каждой участницы конкурса. И сколько их еще ждет впереди. Наши девочки вновь доказали, что они растут замечательными мастерицами. Интересно, а что жюри придумает в следующий раз? Об этом мы узнаем ровно через неделю в новой серии программы «Татарочка Нәни Энжилер». Сау булыгыз, дуслар! И сау булыгыз! Смотрите в следующем выпуске нашей программы. Любимые блюда татарской кухни. Справятся ли с ними маленькие хозяйки? Экскурсия в храм искусств. Участницы конкурса побывали в областной филармонии. Началась подготовка к финалу. Какие сюрпризы ждут наших зрителей? Об этом и многом другом вы узнаете ровно через неделю на канале ОТВ.